Кукмара – толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара – удобная посуда, вкусная еда. Здравствуйте! Сегодня, как всегда, с вами высокорейтинговая передача «Кулинарная азбука». И откроем мы сегодня ее на букве «Р» – русская кухня. Будем готовить кролика тушеного с сушеными грибами. Для начала возьмем грибы, которые мы собирали с вами все лето и любовно сушили, и положим их замачиваться, для того, чтобы они отдали свой аромат жидкости, которую мы потом будем заливать нашего кролика. В русской кухне используется очень много продуктов, которые произрастают на нашей широкой территории. Например, сегодня мы остановимся на грибах лесных. Блюдо с ними получается гораздо ароматнее, чем просто с грибами, например, которые выращены в теплице. Берем нашего кролика и разделаем на кусочки. Грамм по 70. В среднем тушка кролика весит примерно 2 килограмма, 2,5. Так что, если его приготовить, хватит на всю семью. Кролик абсолютно диетическое мясо и ценный мех, как мы все это знаем. При выборе кролика всегда обращайте внимание на его внешний вид и запах особенно. Чем свежее кролик, тем он лучше. Мы должны говорить советскому покупателю правду. Чем мех лучше, тем он дороже. Так, значит, кролика мы порезали. Принимаемся за наши овощи, без которых приготовление мяса немыслимо. Мы используем обычные коренья. Лук и морковь. Не всегда большое количество овощей нужно. Здесь мы хотим, чтобы был кролик с ароматом грибов. Все остальное будет лишнее уже. Овощи мы используем по скоку. Сейчас мы наши овощи обжарим в казане. Затем обжарим кролика. Я обжариваю на смеси двух масел. Сливочного и растительного. Так лучше колируются продукты. И начинаем складывать туда наши овощи. Также к овощам мы добавим немножко пряных трав. У нас это будут розмарин, немножко шалфей и немножко орегано. Все то, что очень любят кролики и что можно у нас легко купить. Все, наши овощи готовы. Мы их обжарили до золотистого цвета. И начинаем перекладывать в наш чугунок. Мы положим слоями, потом зальем все водичкой, настойной на сушеных грибах. Потом мы обжарим кролика и положим. При жарке кролика добавим немного долек чеснока. Мы не будем их раскрывать, мы только их чуть-чуть подрежем. И в таком виде, прям с кожурками, мы положим в казан. Жарим до появления цвета. Нет цвета, нет вкуса. Немножко посолим нашего кролика в самом конце обжарки. Но не сильно, потому что мы потом еще подсолим бульончик. Поперчим. И добавим в него несколько можжевеловых ягод. Эта специя сейчас становится популярной. Она дает аромат леса, запах тайги и утреннего тумана в дальней экспедиции. Так, все, мы достаточно обжарили. Сейчас начинаем перекладывать нашего кролика в чугунок. Так. Добавляем наши сушеные грибы. Они достаточно уже набухли. Они сделали воду, посмотрите, какого коричневого цвета. И поэтому у нас все ароматы сейчас перейдут к нам в наше блюдо. Вот. Подливаем еще водички, чтобы покрыть нашего кролика повыше. Сверху можно положить дольку помидора. В духовке она приобретет темно-коричневый цвет, слегка обжарится сверху. И будет красиво. Все, мы приготовили нашего кролика. Теперь берем ухват. Кстати, вы знаете, что такое ухват? У меня их огромная коллекция на все размеры чугунков и на все размеры печей. И ставим в нашу печь. Так, ну вот наш кролик по-таежному
практически готов. А запах. В самом конце, в кролик, предлагаю налить немножечко жидких сливок, чтобы умягчить вкус всех ингредиентов и чтобы у нас получился красивый соус. Несколько ложечек, штуки 4, больше, я думаю, не надо. И ставим его снова в печку, как говорится, в последний раз. Минут на 15, не больше. Напоминаем, что кролика с белыми грибами мы готовили в духовке в чугунке. Изначально все ингредиенты мы обжаривали в казане и выкладывали в чугунок слоями. Вначале овощи, затем кролик, верхним слоем положили замоченные белые грибы. В конце готовки мы добавили несколько столовых ложек жирных сливок. Вот, наше блюдо готово. Посмотрим, что здесь. Аромат замечательный. Все-таки, я считаю, чугунок, печь и ухват. Вот философия русской кухни. Она подается в соусе, в котором оно готовило. Вот опять же грибочки. Украсим наше блюдо зеленью. У нас получилось просто чудо чудное, диво дивное. Если вы не успели записать рецепт, заходите в нашу группу ВКонтакте. Попробуйте готовить вместе с нами, рассказывайте, что у вас получилось, и делитесь своими кулинарными секретами. Сегодня мы готовили блюдо из печи в чугунке, кролик, тушеный с белыми грибами в сливочном соусе. В этих блюдах раскрывается вся философия русской кухни. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас.